Добрый вечер пятницы. В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Тампонском районе проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который избивал свою малолетнюю дочь. К ответственности может быть привлечен не только изверг, но и органы социальной опеки. Установлено, что в период новогодних праздников мужчина, находясь у себя дома, в ходе ссоры с супругой избил свою малолетнюю дочь, нанеся ей множественные удары руками по лицу и телу. В результате ребенку причинены телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков лица, головы и туловища. Вопреки требованиям федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, несмотря на наличие оснований, семья на профилактический учет не поставлена, какая-либо работа с ней не проводилась, что в том числе повлекло за собой совершение мужчиной преступления в отношении малолетней дочери. В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес начальника отдела полиции и главы муниципального образования представления, которые находятся на рассмотрении. Кроме того, прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям, если это деяние соединено с жестоким обращением с ребенком. В настоящее время по делу проводится предварительное расследование. По искам прокуратуры Сунтарского района судом принято решение о блокировке 5 интернет-сайтов, продававших водительские права. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, обратившись в суд с административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России, ведомство добилось принятия решения о блокировке этих сайтов. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Якутские полицейские проводят проверку по видео, опубликованном в паблике наших друзей «Криминальной Якутии». На видео граждане окружили машину и пытаются заставить выйти водителя. По сообщениям, водителем оказался подросток. Он хотел выехать на встречку и угнать машину у матери на Портовской автостраде возле столичного рынка. Дело находится на контроле инспекторов ПДН. Сотрудниками столичной полиции раскрыто разбойное нападение. На мужчину напали с ножом в его собственном доме и похитили плазменный телевизор. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Выехав на место преступления оперативниками, было установлено, что в тот вечер хозяин дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Позже к ним присоединился еще один мужчина. Впоследствии оба гостя, вспомнив про обиду на сына хозяина, решили похитить телевизор. Угрожая ножом хозяину квартиры, они вынесли из дома телевизор и скрылись в неизвестном направлении. Как выяснилось, похищенное они спрятали на улице. Сотрудники полиции задержали двоих неоднократно судимых мужчин 30 и 32-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». С 2013 по 2018 год вирус клещевого энцефалита был зарегистрирован в районах Центральной Якутии. Об этом стало известно на расширенном заседании регионального Роспотребнадзора. По словам руководителя регионального управления ведомства Маргариты Игнатьевой, если в 2007 году было выявлено 28 укусов клещей в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском, Мегино-Канкаласском, Сунтарском районах и в городе Якутске, то с тех пор ареал распространения клещей существенно увеличился. В 2017 году в Якутии выявили уже 340 укусов, в 2018 – 254 укуса. За последние 5 лет вирус клещевого энцефалита выявлен и в исследованных клещах территориями в Алданском, Амгинском, Сунтарском, Ленском, Нюрбинском, Алекминском, Намском, Нерюнгринском, Хангаласском, Чурапчинском, Мегино-Канкаласском, Мирнинском районах и в городе Якутске. И к федеральной повестке в Санкт-Петербурге задержан 41-летний генеральный директор коммерческой организации, который совершил более 100 эпизодов сбыта фальшивых банкнот. Он доделывал фальшивки и обманывал банкоматы, выручив более 1 000 000 рублей.
Сотрудники Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с коллегами из Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России и регионального управления ФСБ России задержали 41-летнего жителя Санкт-Петербурга, генерального директора коммерческой организации. По имеющейся информации, задержанный причастен к изготовлению и сбыту фальшивых денежных знаков. Он неоднократно приобретал через сеть интернет поддельные пятитысячные банкноты и наносил на них кустарным способом дополнительные элементы защиты. Затем злоумышленник через банкомат пополнял этими купюрами банковскую карту и тут же снимал с нее уже настоящие деньги. В общей сложности сотрудниками полиции было установлено 15 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего количество сбытых фигурантом купюр составило несколько сотен, а его доход более 1 миллиона рублей. В ходе обыска у задержанного было обнаружено и изъято 26 поддельных пятитысячных банкнот, а также паспорта жителей других регионов. Главным следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Якутии начали появляться фальшивые банкноты номиналом в 5000 рублей. На этом пока все. Хороших выходных без чрезвычайных происшествий и берегите себя.